Oltuvane maqtal salında kurtuluş. Amırsen kundudamane itagahiyet. Boyada evde orundaki olsa, mane itaga erkim kuluda nevim bolata, Nikolay Garmaevich Damginov'e durur, naim tavımcılı öygüzar yolundan kırmızı bolğunu, hakanı ve umgırıcı verbeşe. Bunu orundaki olsa, nankin doğrusu kaldızar yolundan mıdırtım ne, burucu ilendin ne, bilin yıkıp ayette benim yer. С чего начинается поэт? С первого четверостишия, в котором он верился в свое восприятие мира, или с той музыки, которая звучит в душе человека? А может быть, поэт начинается с большой любви к другим людям? Уважаемые гости, я от имени администрации и районного совета депутатов от себя лично горячо сердечно приветствую всех вас на районной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения народного поэта Бурятии, нашего земляка, великого земляка Николая Гармаевича Дамгинова. Сегодня в этом зале собрались все те люди, кому дорога память и кому дорого творчество нашего великого земляка, это и родственники, и земляки, и почитатели его таланта. Как сказал известный российский поэт Евгений Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Эти слова, наверное, непосредственно можно отнести и к Николаю Гармаевичу. Это был не только просто талантливый поэт, но это был видный, крупный, общественный, государственный деятель. Он очень много лет возглавлял и отрасль Союз писателей нашей республики, был на ведущих должностях нашей республики, был депутатом Верховного Совета СССР, Союза СССР, был депутатом нескольких созывов республики нашей, тогда Бурятской СССР. И, конечно, он занимал с 85 по 90-е годы должность, как говорим на сегодня, спикера Народного Хурала, председателя Верховного Совета Бурятской ССР. Сегодня, конечно же, в настоящее время стоит вопрос, именно вопрос поднятия духа патриотизма, духа проявления общественной инициативы и, конечно же, духа именно любви к своей родине. Ведь все-таки малая родина, родной край, очень значительный и имеет большое значение для каждого человека. Именно таким, наверное, был Николай Гармаевич, который всю свою жизнь, всю свою деятельность посвятил служению своему родному краю, своей родной земле и своему Отечеству. И, конечно, несомненно, для всех, я думаю, что Николая Гармаевича можно поставить в один ряд с такими поэтами, как Кайсын Кулиев, как Расул Гамзатов и Евгений Евтушенко. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашему великому земляку, вспомнить жизненный и творческий путь, пройденный нашим великим поэтом. Уважаемые земляки, уважаемые гости, вечер памяти, вечер воспоминаний, посвященный 85-летию нашего великого земляка, народного поэта Бурятии Николая Гармаевича Дамгинова, позвольте считать открытым. Заканчивает среднюю школу Волшебной Дали и становится студентом литературного института имени Горького. Здесь, в стенах высшей школы, раскрылся яркий талант поэта. Первая книга стихов «Подгрузин», изданная им в 1955 году, была встречена как явление бурятской поэзии, и ее автор сразу же твердо стал шавером ведущих поэтов республики. Николай Дамгинов признавался: первым слушателем, которому я доверяю только что родившиеся строки, это моя жена Александра Мурановна. Значительное место в жизни Николая Гармаевича Дамгинова занимала общественная и государственная деятельность. В декабре 1960 года, в возрасте 28 лет, Николай Гармаевич Дамгинов был избран ответственным секретарем правления Союза писателей Бурятской АССР. В
В январе 1965 года Николай Дандин избирается председателем правления Союза писателей Бурятской ССР. В 1971-1974 годах работал литературным консультантом Союза писателей Бурятской ССР. В марте 1974 года Николай Гармаевич Дандинов был назначен главным редактором журнала «Байкал», а в августе 1975 года снова избран председателем правления Союза писателей Бурятской ССР. Николай Гармаевич в течение 17 лет, с 1975 по 1992 годы, возглавлял Союз писателей Бурятии. Место в жизни Николая Гармаевича Дандинова занимала его связь с родиной, с малой родиной Гаркой Угнасаевой. Он является выходцем Улуса Угнасаева. Связь с народом, с родной землей – вот что считал главным в жизни наш земляк. Угнасаев – родина именитого поэта. Свое тонко он прославил в документальной книге «Родник в моем краю». Находясь здесь, чувствуешь всю красоту природы. Это одна из самых сакральных мест нашей Бурятии, почитаемая буддистами. Он успешно сочетал свое творчество с общественной и государственной деятельностью. Николай Гармаевич, как никто другой, прославил Республику Бурятию своим вкладом в развитие национальной культуры. В самых разных уголках страны. Первое приглашение откликнулся бы. Он не мешкал откликнулся. Светливая мышь пристроилась у него на хвосте. В тропическом лесу обезьяна, услыхав приглашение Бога, поспешила во дворец. Долгий путь пробежал на зов небесного властелина заяц. Волшба змея. Словом, двинулись в путь те, кто услыхал приглашение. Собака, бежавшая во дворец, по пути встретила кошку. Так беззаботно дремала на солнце перу. Ты чего лежишь, кошка? Разве не слыхала? Закричала собака. Да отстань от меня, проворчала кошка. Видя, что кошка ничего не знает, собака хотела сообщить новость для разбора. Решила наказать кошку за спесь. Есть поэты и поэты. Одних забывают быстро, других вечно помнят в душах многих поколений. Николай Дандинов – большой поэт. Меня всегда переполняет огромная гордость, что мы с ним земляки. Не просто с Кумками, не просто из Гарма, а именно с Угнасаем. О, Угнасай, мой город золотой, на юг посмотришь, озеро холма, на север Баргузина воды льются. Переполняет меня также и бесконечная радость, что мы Туванты из рода Шано, что он навечно увековечил свой род, имя своего отца. Жизнь и творческий путь Николая Гармаевича Дандинова образец того, как должен человек достойно нести по дороге жизни звание человека. Еще в начале творчества своего пути он писал: «Как степью широкой по жизни хочу пройти, и чего-то собственно так спешу прошагать дорогой земною. Я мог бы присесть на камень, задержаться мог в пути, и она бы не вмешалась передо мной. Может, верно все это, но спешу я пока не ста к солнцу на месте одном нестоящему.
Не хочу обманывать жизнь. Самый бесценный дар. Талантливый человек талантлив во всем. Николай Дамгинов одаренный и трудолюбивый человек, многогранен в своем творчестве. Он тончайший лирик и прозаик, историк и философ, драматург и киносценарист, эссеист и переводчик. Нам известны его шедевры гражданской и любовной лирики, замечательные поэмы, венки сонетов, стихи для детей, песни, ставшие гимном родному краю. Однажды мать поведала древнюю сказку. Когда-то давно 7 солнц освещали небесный свод. Жара от них стояла такая, что земля трескалась. Все живое стало вымирать, изнывая под палящими лучами. И тогда люди обратились к могучему богатырю Эркею Моргену. «Сбей с неба эти огненные диски стрелами, ведь ты не знаешь промаха в стрельбе», — сказали они ему. Эркей Морген согласился. Более того, он торжественно поклялся, что если не собьет 7 солнц с небесной вышины, то отрубит себе большой палец и считая, что недостойным быть человеком, превратится в степного тарвагана. И вот Эркей Морген садится на коня, мчится быстрее ветра, на полном скаку первой стрелой сбивает первое солнце, второй стрелой второе солнце. Уже 6 солнц сбил отважный Морген, достает 7-ю стрелу. Только он нацелился в 7-е солнце, как между солнцем и богатырем пролетела ласточка. Рассерженный Эркей Морген послал стрелу в ласточку и попал ей в хвост. Стрела рассекла ласточкин хвост надвое. Зато ласточка дальней спасла солнце. В 7-е, в последнее солнце, меткий богатырь не попал. В наказание себе, согласно клятве, он отрубил себе большой палец, а сам превратился в степного тарбагана. С той поры светит на земле оставшееся единственное солнце. Оно раньше никогда не заходило, но, испугавшись выстрела богатыря, оно метнулось за гору, а показалось только на следующее утро. И дальше ввело себе за правило восходить утром и прятаться вечером за горизонт. С Матвеем Богдановичем Чербоновым, председателем, другим военным Гаровым, приходится Николай Дамгинович, наш земляк, вот они сразу воспринимают очень непосредственно то, что мы гордимся им, и понимают очень хорошо. Вот когда очень радостно, радостно в том смысле, что мы упоминаем своих великих земляков, значит, да, опираемся вот, то, что вот эти имена звучат, мы находимся как бы в уважении, то, что вот испытывают люди, и тоже к нам непосредственно переносится. Булятхан таладам, бульжумур шубу, жыргыдык. Бултаны зурхынды, алтын айылға архынхы. Сыжыйымны, ундыр байрар булгилумжа. Сыбырлыхыгы, табисурте ины шубухы. Ағар таханжахан, бархым жыжы бульжумуры. Айылығын, ғансыю, имені ғасылынды. Арады домда, души басылып тұрыжы. Айылығын алыйы, сытхылы ғодахар, ұлхыдық. Нюрыш харажы, танихы гүлгі шамейі. Холы ғорош ходадо өліхін танікшу. Сылмык хехын, аялғышны жыргани, сыстыктын авон дедада, хыдыр тарынып. Маныды хынут, тыды хынуды ыжыны. Мағыт игы жыл,
Ундаһы гуйгор, ундыр хоша ургадык гуй. Ургын мурынут буридыдык гуй эхе гуйгор. Арады донут, бурищи гунзыгый ундыде. Аяр холы, тухы дамаксо, эхини. Ханым, хызы, хынхыны донуда хадуша бағын юм апшыда. Ханер халты, ундыр тынгыри холы еш ургыжы шаңгатха. Углоны ағарха, имы сыбырлы холыш. Орын бұгыдың ары дұрта бидорадеп. Элғадық би, тыдыне ғайхымшык білігіе. Хыдыти гыбышлы, сатхлын не гонзагыда. Хыптынылда, турыленігі отағын. Үгіл шыниду, урын туша басағын. Үні отағыйымда халғытық шанырты. Үлгілер намда байыр асырға шадылты. Үлгі зырхыйым, оныгу хахабаты. Хотыды, худоды шишагным сара. Холы еш хотыды хэхы шадык би. Арбыт сохро дула хадышни. Рекын нүдітні, манытына. Там была классная первая школа. Перед ходе постановлениями по ликвидации неграмотности, гарпунника, рядом олма bu некоторые тумгырда, монасада, гарбата, термохолда дера. Ана бадим десен теруида где-то урайт писал куда почти ходит ну я куда орну дурный калым. Терем хай кырда тремена. От Баргузинска хребта до Иканских хребтов. Теренсон подыка Малита история когда вот она сахалинские вот шаманские вот которые вот они тоже российские гарвинские земли. Вот сегодня девочка поступала, я думаю, скорее всего предки ее были тоже оттуда с Тунгера, откуда не было. As if Rome a steplet was, but why should I hurry so? Why should I travel so fast? Why not just stop and sit on a roadside stone or a ground and watch the road run on with never halt or stand? But I cannot stop. I run to meet the sun on the stars to the heavens top. I shall never cheat the slide, the most precious of early years. Let it go, it's a pointed curse, and when the last moment comes, I look at the world's wide-eyed, drink it all with beauty and joy. On the sun we rolled down and said, to get up to the morning launch, the first days on this earth will be the first of the millions more. Steplet's mine, my home, my friend, spreading freely beneath the sun. You, like life, there's no borders, no end, and like life will go on, ever on. I've set off my path with a song, and that song's gone up to the sky, with glitter to stars to mix, but from there one starry night, back to earth with softly slide, to live on a lullaby by the cradle of a newborn babe. Салона Гарди. В это время Николай Гранадов стоял в школе, подойдет свои книги в библиотеку. Да. Ну, пошел праздник у нас в селе, дети, селения радовались. И ему торжественно передали норм, но в школьной библиотеке. Но вот наступило лето, я и директор школы туда приехали навестить Николая Николаевича. Ну, благодарить. У нас рад, у него вода где? Он где? Но сметана, зухи, это именно у нас рад.
творческие пропуски, скажем так. Временами у нас всегда, я математик, но я очень люблю поэзию, я последний работаю над возрождением незаслуженно забытого нами нашего земляка, поэта Геннадия Личинова. Очень много проделано в этом возрождении, еще идет этапы дальше. И я в последнее время общаюсь, ну, не в последнее время, вообще по жизни я общаюсь с таким видным общественным деятелем нашей республики. Это Любовь Шараповны Нингуевой, которая является сестрой, дочерью знаменитого Шарапа Нингуева, сестрой Анжелы Нингуева, которая проводит гигантскую работу по возрождению поэзии своих брата, отца и не только земляков. Учитель бурятского языка, который говорил очень красивым бурятским языком, конечно, и учил этому своих учеников. И Николай Гармаевич всегда восхищался его знаниями в области бурятского языка. Кроме того, Николая Гармаевича я, конечно, знала, была знакома. Когда работала в райкоме партии в 80-х годах в отделе пропаганды и агитации, Николай Гармаевич приезжал в Дни культуры и экономики нашего района. И тогда вот, как молодой работник райкома, я была ответственная за вот это проведение мероприятий. И помню, мы ездили с Ахули, Магойко, Гаргу, проводили вот эти Дни культуры и экономики.